Легенды о драконах в значительной степени появились, скорее всего, благодаря находкам ископаемых, в частности, ископаемых рептилий. Например, в знаменитой пустыне Гоби, где было найдено огромное количество динозавров, собственно говоря, были легенды о драконах, и во внутренней Монголии также, собственно говоря, на севере современного Китая. Конечно, эти легенды возникали не на пустом месте, а, собственно говоря, места скоплений, собственно говоря, скелетов древних ящеров так и называются, например, могила дракона. Если мы поговорим про Удмуртию, то надо отметить то, что, собственно, динозавров у нас тут пока еще не найдено. И, скорее всего, найдено не будет. Но у нас здесь найдены были достаточно разнообразные остатки древних зверообразных рептилий, а также их различных родственников. И в частности, здесь, в экспозиции музея, представлено некоторое количество этих образцов. Можно обратить внимание на некоторое количество скелетов. Например, скелет относительно небольшой зверообразной рептилии. Здесь хорошо виден позвоночный столб и отдельные ребра. К сожалению, черепа у нее не сохранилось. Поэтому достаточно сложно сказать, какое именно это было животное, потому что череп несет наибольшее количество отличительных черт и позволяет с наибольшей достоверностью сказать, что это было за животное. А вот там находится практически целый скелет зверообразной рептилии. Это диценодонт под названием австралобарбар. Небольшое животное, собственно говоря, размер вы его видите, примерно размером с кошку. Здесь хорошо сохранился его череп. Этот экспонат, наверное, имеет возраст примерно 265 миллионов лет. И, собственно говоря, здесь у нас тоже водились, собственно, такие замечательные зверообразные рептилии, диценодонты, и даже есть целые скелеты подобных животных. Мы можем благодаря этим находкам реконструировать то, как выглядела Удмуртия примерно 265 миллионов лет назад, 270 миллионов лет назад. Только-только формировались Уральские горы. Они тогда были очень высокие, выше современных Гималаев. А также формировалось большое количество озер. И, собственно говоря, на всей этой огромной низменности росли достаточно богатые растительностью леса. Водились как раз такие замечательные зверообразные рептилии. Не только зверообразные рептилии, еще масса различных других животных, других рептилий, амфибий, рыб, насекомых и так далее. Значительная часть черт драконов, в принципе, носила исключительно, скажем так, гипотетический характер. Но дело в том, что если немножко пофантазировать, то, конечно, можно, скажем так, привлечь некоторые черты, которые мы наблюдаем, в частности, у зверообразных ящеров, драконов. Причем, пожалуй, что самыми показательными будут драконы не европейские, которые такие более рептилийного, динозаврового, скажем так, облика, что ли, а более зверообразного, такие как, собственно, азиатские драконы, у которых могут быть и рога, могут быть, собственно говоря, морды, нос, как у собаки и так далее и тому подобное. То есть много, скажем так, черт млекопитающих. И находка новых местонахождений – это всегда страшно актуально. Например, не так давно было найдено местонахождение прямо под Ижевском в районе деревни Якшур, где в овраге были найдены кости как раз зверообразных рептилий. В частности, нижняя кость так называемого синофонеуса. Это зверообразная рептилия, которая была впервые найдена в Китае, но здесь у нас как раз нашлась его находка. В общем-то, первая в масштабах России, что указывает на связь, так сказать, фаун нашей Восточной Европы и Китая в то время.